В Икажевском районном военном комиссариате готовятся к проведению осенней призывной кампании. 1 октября от Ингушетии в ряды российской армии планируют отправить больше 300 человек. Все зависит от показателей медицинской комиссии. Зарема Китиева, помощница начальника 2-го отдела, работает здесь 22 года, но даже при таком опыте без трудностей не обходится. Бывают же граждане разные приходят, у каждого своя проблема. Мы же единственное, что каждый, куда бы ни пришел, они знают то, что им надо, но мы объединяем то, что по закону, то, что полагается, не полагается. Если бы так бы до всех доходило бы то, что можно и нельзя, было бы легче. Сегодня исполняется 27 лет со дня основания военного комиссариата в Республике Ингушетия. В честь этой знаменательной даты организаторы праздничного мероприятия пригласили сотрудников в Дом культуры Икажева. В 1992 году образован военный комиссариат Республики Ингушетия. Старожилы здесь, которые сидят, помнят эту дату, помнят этот год, потому что мы все знаем, это образование Республики Ингушетия было самый трудный период становления. Ну и как раз в это время и был образован Республиканский военный комиссариат. Главная задача военного комиссариата – благополучно отправить в армию ингушских ребят. Кстати, уже в ближайшем будущем военкоматы смогут призывать на службу независимо от прописки. Предполагается, что призыв в армию будет распространяться не только на тех граждан, которые прописаны конкретному военкомату, но и на тех, кто фактически проживает в этом районе. Посредством такого неограниченного местом проживания и пропиской призыва оборонное ведомство сможет приостановить поток уклонистов от службы в армии, а также даст шанс поступить в военные вузы тем желающим, у которых не получилось это сделать из-за проблем с регистрацией. Не то, что призываем призывников, мы их не то, что военную срочную службу, мы их призываем и в контрактной службе, военные вузы. В связи с этим нам приходится не в год раз, нам ежемесячно встречаемся с призывниками, с контрактниками, и многим ребятам, которые уходят с нашей республики за пределы республики, поступать более или на контрактном основе уходят. Так что мы им помогаем, мы взаимно, связи держим с военным комиссариатом. Военный комиссариат функционирует на территории нашего региона с 14 сентября 1992 года. В зале присутствуют заслуженные работники, которые трудятся в этой сфере с самого начала и помнят становление первого военкомата. Благодаря тому, что в военный комиссариат пришли люди авторитетные, люди, знающие, что такое военная служба, но одним был недостаток, не было опыта. И нам приходилось ездить в Кабардино-Балкарию, ездить в Республике Дагестан, военные комиссариаты, принимать у них опыт. Они, в свою очередь, тоже нам оказывали помощь, размножали документы, образцы документов, что должно быть, как это заполняется. Но, в свою очередь, они тоже глубоко нас не допускали, особенно до секретных материалов, но все приходилось учиться, читать, смотреть. На сегодняшний день есть даже те сотрудники, которые до сих пор служат, работают, невзирая на столь низкие зарплаты и условия. Сегодня они оказывают большую помощь для нас. Мы дорожим этим, их советом, их опытом, поэтому большое им спасибо. Не забыли и про поощрения. Грамоты и ценные призы были вручены заслуженным работникам за неоценимый вклад и отличную работу. Итоги проделанной работы будут подводиться после окончания осеннего призыва. Одно можно сказать точно. Согласно статистическим данным, количество новобранцев, желающих отдать долг родине в Ингушетии, только растет. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.